Конец осени, начало зимы – это пора авитаминоза. Заболевание, которое довольно трудно определить, но при этом несложно избежать. Корреспонденты нашего телеканала проинтересовались у специалистов, какие витамины лучше принимать осенью и как следить за своим здоровьем. Репортаж с Аргаланы Захаровой. Хроническая усталость, ослабление иммунитета – лишь малая часть последствий авитаминоза. В осеннюю пору, ко всему прочему, добавим сезонную хандру. Как спасаются горожане от дефицита витаминов? Все равно в продаже так называемые свежие фрукты, они ничего в себе не несут. Так что БАДы. В лекарствах, конечно, больше. Концентрирование, по крайней мере. Конечно, с овощей и фруктов. Брусника, еще раз брусника. Кладезь витаминов. Лекарства или свежие продукты. Сегодня и те, и другие недешевое удовольствие. Однако на здоровье не экономят. Считает также и многодетная мама Алена Зимина. Когда есть период такой, что есть эти свежие и действительно хорошие фрукты, овощи, то желательно питаться ими. Когда это отсутствует или спадает на нет, то, конечно же, пить витамины. В холодильнике всегда свежие фрукты и овощи, молоко. Осень, к счастью, благодатная пора для источников витаминов, говорит Алена. О добавках пока можно не задумываться. Но сколько именно нужно человеку, чтобы пополнить запасы микроэлементов? Витамина А в сутки достаточно всего 1 миллиграмма. Он содержится в 6 граммах моркови, 50 граммах помидоров и в 2 штуках яиц. Чтобы пополнить суточную норму витамина В, достаточно съесть 400 граммов ржаного хлеба или 100 граммов гороха. Можно также съесть 200 граммов гречки, которая, кроме того, обогатит вас калием и магнием. Витамин С – это лимоны и апельсины, горсть земляники и кусочек цветной капусты. А самый солнечный витамин D хранится в 300 граммах рыбы, литре молока и 30 граммах сливочного масла. Чем больше наименований в рационе человека, тем лучше, говорят диетологи. В мире нету ни одного продукта, который имеет в своем составе полноценный сбалансированный состав, который нужен для организма человека. Если с питанием еще с детства нас учили ешь морковку, в ней витамин роста, то по поводу физических нагрузок возникают споры. Стоит ли нагружать и без того уставший организм? Специалисты уверены, стоит. Главное – с умом. Плохие привычки убираем, заменяем на хорошие продукты, мы не голодаем, наоборот, кушаем каждые 2-3 часа. Да, также, если режим восстановить, если мы спим по 6-7 часов в течение дня, у нас не будет особо усталости. Также такие нагрузки, да, 3 раза в неделю этого хватит. То есть каждые 3 раза в неделю это у нас получается через день. Мышцы будут восстанавливаться. Худеть во время авитаминоза тоже можно, но голодовкой эффекта не добиться. Истощенный организм рано или поздно сдастся, и человек сорвется. В вопросе, что же лучше, свежие продукты или лекарства, диетологи отвечают, пренебрегать добавками не стоит. Главное помнить, что каждый организм индивидуален. Правильное питание, здоровый образ жизни и осенний авитаминоз не страшен даже в долгую якутскую зиму. Аргалана Захарова, Григорий Хлопков, Якутск.